Я слушаю вас. Я Хулмат Дилмурод. Хулмат Дилмурод. Нуралиевич. Работаю маршрутный такси. По маршруту печатник, торговый центр Москва, печатник. Метро печатник. Меня ГАИ остановили за нарушение алиментов. Ну, потом это все документы проверяли, и мне сказали, подпиши здесь. Нет, сначала сказали, ты с нами поедешь? Я сказал, куда? Отделение. Ну, поеду без проблем, я сейчас следующую машину позову, пускай это людей заберет, я с вами поеду. Они сказали, не надо, тебе зачем это ехать, тебе надо работать, никуда не сделать. Ты просто здесь подпишись и иди дальше работай. Пустой протокол. Пустой протокол. Ну, я сказал, если надо ехать, без проблем я поеду. У меня все документы нормальные, все нормально. Ну, не надо говорить. Просто вот здесь подпиши, напиши здесь, что это не поеду. Я еще раз говорю, если надо ехать, я еду без проблем. Они опять, нет, просто подпиши здесь. Ну, потом я это, думаю, это из-за элементов все подписаться. И мне нарушено за элемент. И я подписался там. Потом это, ну, следующий день гаишник остановил. Когда это случилось? Ну, 10 числа. 10 марта. 10 марта. Да. Потом я дальше ездил, работал до конца дня. Потом следующий день отпустили, следующий гаишник остановил и документы проверял, право. Он сказал, что тебя вчера за пьянство оформляли. Посмотрел по базе данных автомобилей, да, и вас сообщил. По компьютеру посмотрел, тебе вчера за пьянство оформляли. Я не поверил и сразу это благодарил за это. Чтобы меня подмен нашли, я что пошел там разбираться, что это может ошибка какой-то. Ну, потом подмен не нашел. Ну, следующий день с начальником ездили это ДПС. Кто у вас начальник? Ну, который Армянин. Армянин. Все эти машины, которые вы ездите там, таджики, Да. в районе торгового центра Мино, принадлежит армянину. И вместе с вами он поехал куда? Ну, я так понимаю. Ну, понятно. Поехали к начальнику ДПС. Да. Ну, что Гулят тебе все рассказал, потом это гаишник позвал. Вы выдали начальнику полиции в кабинет? Да. Начальника ДПС. Что он вам сказал? Ну, расскажи все, как все было. Я все рассказал, потом это гаишника позвал, который меня это... Вызвали Ну, сотрудника 10 от числа, 10 да. числа, да? Позвал, что он это меня сказал, почему это его протокол сделали за это. Сказал, он пьяный. Почему его тогда пустили? Это начальник говорит Да, вам. гаишник говорит, почему, если он пьяный, почему ты пустил на работу его? Он молчит, вот, говорит. Что вы сопротивлялись этому? Да, сопротивлялся. Сотрудник Да. ДПС говорит, начальник, Да. он сопротивлялся, Да, а протокол заполнил, что вы употребили спиртные напитки. да. Дальше что? Ну, потом сказали, ты выходи, выйди это. Вас попросили, Да. значит, покинуть помещение. Ну, и что дальше было? Ну, потом это вышел, сказали, уже поздно. Это, Кто вышел? Армянин. Хозяин, Да. армянин. Вышел, вы стояли Да. около кабинета начальника ДПС, и он вам говорит, поздно уже, протокол составлен, Да, всё. вас отправляют в суд, вас лишают права за пьянку. А ты в жизни не пил? Нет, не пил вообще. Молодец. Видели? Что делать дальше, скажи? Ну, Вот сейчас приехал ко мне, что хочешь. Вот заявление я ваше посмотрел. Вот я вас заявление посмотрел, много еще написано. Видишь, сколько много написал. Хорошо написал, молодец.
Вот здесь ты просишь, что тебе надо адвоката, переводчика и правозащитника в суде. Да, У вас сколько детей? трудно. Вот смотри, у вас такая вот бумага, видишь, на столе лежит. Вот у вас там много таджиков. Сколько таджиков много работает? Вот такая бумага. Вот. Я вот даже в сторону камеры делал. Вот здесь тоже люди, таджики, да? Если ты сотрудник ДПС эту бумагу показывал, он никогда вам подобные заявления не заполнял бы. Почему? Тут написано соглашение, подписано между вами и нашей организацией, таджикской организацией в России. Во всех случаях, ночь, когда к вам домой заходят, когда вас избивают, когда бригадир Люблино у вас деньги требуют, вы можете правильно говорить, вот это моя бумага, я требую кого? Требую своих представителей таджикской диаспоры. Мне такая бумага, ты не был? Не знал про таких бумаг? Вот это договора. Она в будущем будет у тебя. Хорошо? Эти бумаги нужны. Потому что, когда про эту бумагу я говорю, значит, ваши данные в нашем компьютере. Вы звоните прямо с автомобиля сотрудника полиции, я разговариваю с вами. Я начинаю читать. Гражданин такой-то, права такие-то, значит, все, вас обвиняют в чем? В нарушении, что не пристегнутым линии, правда? А завтра вы узнали, что, оказывается, вы пьяный. Протокол заполнил. Не добросовестный сотрудник полиции. Плохой называю. Посмотрите, армянин что сказал? Поговорил с вами сотрудником ДПС и вышел, говорит, знаете, о чем мы разговаривали? Говорит, давай не будем спорить. Это твой бизнес. Машины твои 7 штук. Этого таджика вы сейчас осудим за нарушение. Он нарушил права. Взимаем, лишим на 2 года. Ни слова не было про твою семью сказано. А вместо этого таджика другого приведем. Даже у вас бригадир таджик по имени Изат, правильно? Значит, бригадир у вас таджик, который у вас вечером деньги собирает, отдает армянину. Значит, готовься. В суде будем вместе, будут наши адвокаты, наши правозащитники будут, переводчики будут. И ничего не сделал сотрудник. То, что сейчас сказал в камеру, то, что я с вами беседовал, я сейчас подготовлю документы, вам сейчас дадут соглашение, копии документов. Все сейчас, кстати, как отдашь вашему этому армянину копию одну, второй себе оставишь. Скажешь, спасибо, мне ничего не надо. Мне дают бесплатный адвокат, бесплатный правозащитника, бесплатный переводчика, они будут в суде. И другим предупреждаешь, что срочно вот эту бумагу получили. Все получили. Больше я работать не собираюсь, ни с одним таджиком, ни таджикистанцем, если эта бумага в кармане у него не будет. Он этой бумаги может в нашей газете взять, просто войти в любой отдел полиции, показать сотруднику. Сотрудник полиции приветствует, когда подобные документы у вас есть. Это ваша защита. Это ваша защита. Вот здесь вы подписываете, ставите печать, один экземпляр у вас, второй экземпляр у нас. Вы ничего не платите абсолютно. Бесплатно вам помогает. Ну, надо сообщать размер, чтобы вы жив, здоров. Все понятно? Спасибо.